хулиганы дети там поджигают, и от него загорелся, ушел огонь под барак. Загорелся входная группа барака. Бабушка местная забежала, не звоня ничего, в пожарную часть, чуть еле дыша. Вот, сказала, что Улям у нас горит. Ну, мы сигнал тревоги включили, тут же вокруг объехали. Вот, пока рассредотачивались, подавали воду, я увидел, что бабушка объяснила, что там ребенок остался на втором этаже. Не успев одеть аппарат, как вот был в рубашке, пробежал в дыму, слава богу, нашел ее, завернул в одеяло, вместе с бабушкой вышли оттуда. Вот, передал кому-то, врачам или жителям, эту девочку потом. То, что надышался дыма, просто плохо стало. Вот. Я в сторону отошел, там отлежался. Вот. Виктор Евгеньевич Подгайный, начальник муниципальной пожарной части Чесноковка, подполковник внутренней службы. Все мы родом из детства. Казалось, что сам Всевышний направил годовалый Динаре отважного пожарного. Этот день стал ее вторым днем рождения. Еще долго подросшая девочка приходила 9 мая к нему в часть с цветами. Виктор Евгеньевич посвятил настоящей мужской профессии 40 лет своей жизни, а благословил его на это дело родной дядя, бывший фронтовик, долгие годы проработавший в первой пожарной части Уфы. Советовался с ним, что за профессия, опасна ли, как там люди живут, что за люди работают, хорошие, отважные. Вот. Тогда уже папин дядя, как дедушка мой, сказал, что люди работают достойные, смелые, зарплата невысокая, но профессия отважная. Если выбрал, то это будет на всю жизнь. Вот и приняли решение на семейном совете, что я, будучи комсомольцем, секретарем комсомольской организации, предприятия, меня это предприятие через райком комсомола Октябрьского района рекомендовало для работы в органах МВД. Придя в управление кадров, там было много молодых людей, комсомольцев, передовиков, спортсменов. Распределили управление пожарной охраны. Начало пути. В профессию Виктор Евгеньевич пришел сознательно. После стажировки его направили на работу во вторую пожарную часть города Уфы, где он проработал более 20 лет, пройдя путь от простого пожарного до начальника части, от младшего лейтенанта до подполковника внутренней службы. До сих пор в памяти первый боевой выезд. Летом 1981 года в одном из дворов загорелись гаражи. Сердце колотилось, из груди чуть не выпрыгивало. Когда приехали на место, оценили обстановку, уже как-то спокойнее стало. С годами эта стенокардия проходит, появляется опыт, уверенность в себе, спокойствие, с чувством, то, что выполнен долг, обязательно нужно и выполнен. Поэтому уже работа поначалу надо привыкать было, владеть собой. Прибыли на место, оценили обстановку, открыли гараж, потушили это, спасли машину, выкатили. Хозяева потом благодарили, конечно, потому что вот такие. А дальше разные были тут пожары, тушение. И дома жилые тушили, спасали людей. Далее я, будучи во второй части, также командирован был и работал начальником инспекции государственной пожарной охраны Уфимского района. Где-то 4,5 года. Там приходилось и тушить, и фермы, скотину спасать. Верный путь. Со слов нашего героя, в пожарной охране трудно только первые 10 лет. Несмотря на опасность этой профессии, есть целые династии. О каждой из них Виктор Подгайный упоминал в разговоре с нами с большим уважением. Рад, что его сын Станислав пришел в эту стезю. Да, в детстве я помню, приходил в часть к нему, всегда знакомый запах техники в гараже был. И на стадион ездили на пожарном автомобиле, смотрели мотогонки, проходили там. Что запомнилось такое. Но он всегда был своему, как говорится, это у него в сердце, наверное, все-таки пожарная охрана, в крови. И капелька у меня, наверное. У меня сын мой, закончив школу, сам поступил в педагогический институт, его выбор был на физкультурное отделение.
выучился там учить преподаватель физкультуры, поработал в разных должностях, как говорится, на гражданке. Вот. А потом изъявил желание, предложили, уже пришел в муниципальную пожарную охрану зрелым человеком, УГНТУ, факультет пожарной безопасности, это второе высшее образование получил. И начал с рядового пожарного, учась, приобрел опыт командиром отделения, а закончив институт, назначен был на должность. Леониду Львовичу Каримову оказали доверие начальником караула пожарной части 8 марта. Нареканий до сих пор нет от руководства. Я за него горд, он справляется. Личный состав его слушает, понимает. Советуемся. Без этого в нашем деле никак. Все равно где-то что-то, какие-то подсказки есть. И также молодые приходят, и мы даем, которые уже более-менее прошли. Так что мы всегда делимся и опытом, и наставничеством. Совсем недавно и 8-летний Дима начал проявлять интерес к профессии. Продолжит ли он династию пожарных, проявит ли желание пойти по стопам отца и деда, покажет время. Как второй дом, в общем, бывает и по 10 часов в день работаешь. Какой-то из выходных обязательно дежурство в части. У нас сколько лет уже работаю с одним выходным, прибываешь в субботу или в воскресенье, заместителем по очереди. Тот же распорядок дня, несмотря на субботу. Те же занятия, та же строевая подготовка. Вот, в общем, караул постоянно в боевой готовности. Счастливый билет. Под руководством Виктора Подгайнова трудится 38 человек, которые обеспечивают пожарную безопасность 12,5 тысяч человек в 14 населенных пунктах. Большая часть вызовов приходится на лето, когда горит трава. Пожарного. Самое тяжелое не пожары тушить, самое тяжелое смотреть на боль и горе людей, особенно гибель при пожарах. Вот когда чуть-чуть не успел или поздно сообщили, приехали на пожар, уже состоял гибель человека, особенно маленьких детей, которые играют с огнем, потом что-нибудь загорелось, заползает под кровать и там везде прячутся, вот не успеваем приехать. Вот это самое. А то, что работаешь на жаре, на холоде, в воде постоянно, там, как говорится, об этом не думаешь. Пожарная такая профессия, что вот командир пожарной части, только ведя в бой за собой, люди пойдут в огонь, только за тобой. Послать их в пожарный огонь нельзя, только повести за собой. Это вот как раз говорил герой России, полковник Чернышов, который погиб на боевом посту в Москве, начальник службы пожаротушения города Москвы. Это мой кумир, как бы вообще достойный подражания герой России. Вот, он, спасая людей, спасая пожарных, отдал свой аппарат кислородный и не вышел из огня. Вот, он всегда так говорил. Пожарного невозможно послать в огонь, его только можно повести за собой. На все сложные пожары, будь то день и ночь, ночью звонит по телефону. Телефон лежит рядом, как пистолет под подушкой. Малейшая тревога, приезжаешь на место и смотришь. Самое главное на месте пожара — вот, принять все меры по спасению людей, не распространению пожара, и обязательно смотреть за личным составом по соблюдению охраны труда и прав техники безопасности, чтобы не придавило самих, не сгорели ребят, не пострадали, не засыпало ничем. Настроение праздник. Из-за колоссальных нагрузок во время тушения пожара огнеборцы всегда должны быть в отличной физической форме. Именно поэтому в свободное от выезда время он и его сотрудники активно занимаются спортом. Уделяется время и теоретической подготовке, где прорабатываются виды техники тушения пожаров. Стараемся вести здоровый образ жизни, ведем его здоровый образ жизни. У нас практически тут не курят, да, потому что дыму так наглотает, что потом и желание отпадает. Вот. Пожарно-прикладной спорт. У нас основной этот спорт. Он используется как и при тушении пожаров, и спасении людей. Вот, разные виды есть. Но и им занимается пожарным всю жизнь. Издают нормативы ежеквартально.
Сын Виктора Евгеньевича Станислав Подгайный – начальник караула пожарной части 8 марта. Помимо службы он защищает честь республики на соревнованиях в пожарно-прикладном спорте. Выступаем за часть, в составе команды, да. Тоже мне интересно. Есть у нас и вот начальник первого караула Акбаров, он кандидат в мастера спорта, пожарно-прикладного спорта. Вот он мне говорит ошибки, хотя он младше меня. Где-то что-то я бегу не так, что-то. Вот, опять же, это делимся опытом. Профессия требует от пожарного быстрой реакции, оценки ситуации, правильности выбранного решения и умения взять ответственность на себя ради спасения жизни. Как сказал Шукшин, если было у меня 3 жизни, одну бы я подарил вам, одну детям, одну опять пожарной охране. Так что не жалею и не пожалею никогда. Но честь и достоинство сохранили и авторитет у людей. Сколько мы спасли, сколько предотвратили таких случаев.